Здравствуйте, дорогие ребята! Вас приветствует Школа мордовских языков. Я Константин и моя стремящаяся к знаниям помощница Катя. Продолжаем знакомить вас с удивительной страной эрзианского языка. Шумбрат, Костя, Шумбратадо, Ялгат. Катя, подскажешь ребятам, какой теме будет посвящен наш сегодняшний урок? Конечно, друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовила, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Книга-учитель, книга-наставник, книга близкий товарищ и друг. Ум как ручей высыхает и старится, если выпустишь книгу из рук. Книга-советчик, книга-разведчик, книга активный борец и боец, книга нетленная память и вечность, спутник планеты Земли, наконец. Правильно, ребята! В этом стихотворении говорится о книге, и сегодня на уроке мы познакомимся с новыми словами и выражениями на эрзианском языке и научимся рассказывать о своих любимых книгах по-эрзиански. Итак, тема нашего урока – «Монь вечкевик с книгом», моя любимая книга. Книга в переводе с греческого языка дословно переводится как «истинный». И это не случайно, ведь во все времена книга неизменно служила учебником. Ребята, по-эрзиански книга будет звучать так же, как и в русском языке. Книга. Читать книгу звучит ловным с книга. Друзья, повторим это предложение вместе и запомним его. Ловным с книга. Ребята, а какая книга становится для всех первоклассников путеводителем в мир знаний? Правильно, конечно, букварь, азбука. Ребята, и сегодня на уроке мы хотели бы рассказать о первых учебниках-букварях, по которым училась мордва. Друзья, долгое время дети мордвы осваивали грамоту по церковным книгам, самостоятельно или в монастырских и церковно-приходских школах. Автором первого эрзианского букваря, который вышел в 1884 году, был Аксентий Филиппович Юртов. В 1892 году были изданы буквари и для Эрзи, и для Мокши, автором которых являлся Макар Евсеевич Евсевьев, в честь которого назван Мордовский государственный педагогический университет. Буквари состоят из двух частей – мордовский язык и русский отдел. Первые разделы открывают макшанские и эрзианские алфавиты. С середины алфавита вводятся русские слова с переводом на макшанский и эрзианский языки. Для чтения был подобран специальный материал – слова и предложения, тексты, которые отражают семейно-бытовые отношения, школьную жизнь, мордовские загадки, пословицы, отрывки из макшанских и эрзианских детских песен. Мордовские отделы букварей завершаются рассказами о христианских праздниках и молитвами на макшанском и эрзианском языках. Спасибо, Костя, за интересный рассказ. Теперь ребята будут знать об истории создания первых учебников для детей мордвы. Что может быть занимательнее, чем чтение хорошей книги? Ребята, а у вас есть любимые книги? Конечно, Костя, мои друзья очень любят читать. Ребята, назовем слова на эрзианском языке, которые характеризуют наши любимые книги. Повторяйте за мной. Вечкевикс – любимый. Мельстуйте – интересный, интересный. Нуркине – небольшой. Покш – большой, объемный. Талмовтыча – переживательный. Книги – наши верные и мудрые друзья. В них каждый найдет нужную информацию. Ну и, конечно, в них мы всегда следим за поступками и действиями наших любимых героев. Радуемся и огорчаемся вместе с ними. Друзья, назовем слова и выражения на эрзианском языке, которые характеризуют наших любимых героев. Повторяйте за мной. Виев – сильный, Йороков – находчивый, Мазый – красивый, Мораля – богатырь, Кемен Ардев Обутя – крепкий характер, Сырненькеть – золотые руки, Чевтеседий – мягкое сердце. Запомнили, ребята? Очень хорошо. А знаете ли вы какие-либо пословицы о книгах? Костя, несомненно, ребята знают много русских пословиц о книгах, а вот эрзианские, я думаю, навряд ли. Поэтому мы сейчас познакомим наших дорогих слушателей с пословицами о книгах и чтении на эрзианском языке. Друзья, слушайте внимательно и запоминайте,
а также попробуйте понять, какой смысл в них заложен. Ки ламо ловны, се ламо соды. Кто много читает, тот много и знает. Пару книга вастат, ламонь кильда превть кастат. Хорошую книгу читаешь, знания свои умножаешь. Берянь книголовнат, антякшка тарксят. Плохую книгу читаешь, только время теряешь. Ребята, как вы поняли, во всех пословицах говорится о важности чтения книг, так как книги делают нас умнее и добрее. Ну а теперь самая ответственная часть нашего урока. Мы с Катей разыграем вам диалог на эрзианском языке, куда будут включены слова по сегодняшней теме. А вы внимательно слушайте и попробуйте понять содержание нашего диалога. Если вам покажется это сложным, можете заглядывать на слайды, где будет представлен перевод на русский язык. Шумбрат, Катя. Шумбрат, Костя. Тон веч котловному, Катя. Нама, мон вечкан ловному, а тон. Монгак веч конловному. Кодамо тон вечки викс книгат. Монь вечки викс книгам Кузьма Абрамован эрзянчора романос. Сонза эйса, ёвневи Степан эрзядо, весь мирен келе сода викс эрзян скульптордо. А монь вечки викс книгам мокшезян йоксна. Сынулькинить и теки марту мель стуетят. Друзья, вам все понятно? Молодцы! Мы предлагаем вам этот диалог разыграть со своими друзьями и рассказать друг другу на эрзианском языке о своих любимых книгах. Вы славно сегодня потрудились, но, к сожалению, наш урок уже подошел к концу. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром эрзианского языка в нашей школе мордовских языков. И в заключении нашего занятия нам хочется обратиться к вам по-эрзиански. Ловно до книгат, аминь, арситяна тыненг антяк паро. Читайте книги, а мы желаем вам всего доброго. Вас томазонок вечке виксялгат. Не мазанок.